В Финно-Угорском этнопарке отгремел традиционный спортивный фестиваль «Зимняя Ибица». Для гостей организаторы приготовили развлечения на любой вкус. Строительство иглу, стрельба из лука, интеллектуальные игры, мастер-классы, катание на собачьей упряжке. Специальными гостями праздника стали олимпийские чемпионы по бобслею Александр Зубков и Алексей Воевода, а также известный журналист Кирилл Набутов. Он, кстати, и стал основным ведущим фестиваля. Егор Ильченко провел на Ибице целый день и уверяет, было жарко. Построить зимнее жилище эскимосов иглу на время. Такой необычный конкурс на зимней Ибице проводили впервые. Несмотря на это, участников набралось довольно много, аж 5 команд. Кому-то из строителей уже приходилось возводить снежную хижину, кто-то взялся за столь диковинное дело впервые. Впрочем, сделать иглу еще полдела, его еще нужно и украсить. Так что работа у команд непочатый край, а времени всего 1,5 часа. Идея давно была провести эти соревнования. От активного отдыха она исходила. Они хотели провести свои соревнования, но никак не получалось. Теперь получилось это провести на Ибице. В конгресс-холле этнопарка тем временем шел спектакль «Как хорошо, что вместе», поставленный по мотивам философских сказок Сергея Козлова. Актеры театра людей с ограниченными возможностями «Радость моя» пробыли на сцене всего полчаса, однако их трогательная игра никого не оставила равнодушным. На площадке неподалеку кипели уже спортивные страсти. Традиционный турнир по саамскому футболу собрал 10 команд. В финал чемпионата прошли 2 дружины – «Волонтер» и «Фанат-11». Их игру комментировал известный спортивный журналист и гость фестиваля Кирилл Набутов. Матч, кстати, выдался весьма жарким. Ни одна из команд не собиралась сдаваться без боя. Дело дошло до серии пенальти, в которой ребята из «Волонтера» оказались сильнее. Я с самого начала говорил, что вратарь у фанатов ненадежен. Ваши аплодисменты. Практически женская команда «Волонтер». Во главе с Ксюшей Поповой, правда не забившей сегодня, но державшей всю игру вокруг себя, одерживает победу в этом историческом турнире на Ибице 2015. Другие гости фестиваля, олимпийские чемпионы-бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода, поменяли сани на лыжи. Решили поучаствовать в эстафете. Зрелище, мягко говоря, непривычное. Оба спортсмена весят больше 100 килограммов. В их виде спорта это преимущество, но в лыжных гонках столь солидный вес – настоящая проблема. Так что путь к финишу для олимпийских чемпионов получился весьма тернистым. Не иди коньком, умоляю! Не иди коньком, умоляю! Конечно, не держат лыжи. Ему специально подсунули немазанные, не парафиненные лыжи. Мы знаем. Саня, иди лучше пешком, но не коньком. Поскольку воевода далеко, кричите громче. Плечевой пояс в порядке. Вы видите перед собой не только олимпийского чемпиона, но и руководителя сборной страны по бобслею Александра Зубкова. Ваши аплодисменты! Зато на турнире по армрестлингу Алексей Воевода показал себя во всей красе. В финале он встретился с победителем соревнований кировчанином Владиславом Порубовым. Одолеть чемпиона мира Вятич как ни пытался, не смог. Сам Воевода после поединка отметил, его соперник парень перспективный. Смотри, что делать! Все, что может, Влад отдает последнее! Он ногами и руками. Расслабься, говорит, ну расслабься. Алексей его поздравляет. Типа... Есть! Больше всего зрителей собрал благотворительный аукцион, который развернулся на главной сцене фестиваля. Цены росли с каждым лотом. Когда футболка бобслеиста Алексея Воевода ушла с молотка за 5000 рублей, ведущего аукциона Кирилла Набутова было уже не остановить. Он снял с себя куртку и выставил ее на продажу с начальной ценой в 1500 рублей. После недолгих, но ожесточенных торгов куртка ушла за 10 тысяч. Александр Зубков, последовав примеру Набутова, выставил на аукцион куртку и ушанку, в которых был на открытии Олимпиады в Сочи. Экипировка ушла за 50 тысяч рублей. Я боюсь сказать это слово, скажите без меня. 50 тысяч рублей! Завершилась зимняя Ибица 2015 концертом звезды 90-х Романа Жукова. Певец исполнил с десяток своих песен, многие из которых в свое время были настоящими хитами. Егор Ильченко, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.